Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Итоги подведены, имена известны. Центр избирком Абхазии огласил предварительные результаты выборов в парламент республики. Сценой едины в Абхазии отметили Всемирный день театра. «Спасите пальмы». В Абхазии завелся новый вредитель – пальмовый долгоносик. Подведены предварительные итоги второго тура выборов в парламент республики. Председатель Центра избиркома Томас Гоге в интервью нашему корреспонденту рассказал о первых результатах голосования. По его словам, официальные итоги выборов в законодательный орган страны ЦИК огласит в течение 7 дней после истечения срока рассмотрения исковых заявлений. Выборы по всем округам, по предварительным подсчетам, я подчеркиваю, по предварительному решению мы принимаем сегодня всего лишь предварительное решение в соответствии с действующим законодательством. По предварительному решению Центральной избирательной комиссии выборы во всех округах признаны состоявшимися. Однако в одном из округов в связи с возникшей спорной ситуацией решение было приостановлено и направлено на рассмотрение в суд. Это по 34-му округу. В связи с тем, что по 34-му округу возникла очень острая щепетильная ситуация, разрыв которой составлял всего лишь в 3 голоса. 3 голоса. И спорная накаленность обстановки была максимально предельная. Мы до 3 часов ночи буквально получали информацию только с 34-го округа. Были разные, понятно, что каждая из сторон, да любой из граждан имеет право усомниться в решении как и Центральной избирательной комиссии, так и окружной и участковой. В связи с чем последней инстанцией, как я и заявлял раньше, есть суд. Мы не приняли сегодня окончательного решения никакого. Я подчеркиваю, решение было предварительное. Из 22 мы предварительно приняли решение, хотя и в эти 22 еще 3 округа, это 8-й, 3-й и 19-й округ, тоже были споры, тоже поступили жалобы, но жалобы и споры, поступившие из этих округов, комиссия сочла не могут повлиять на решение, ход голосования, в связи с чем комиссия большинством голосов, я еще раз говорю, в коем случае этого не было единогласно. Это было принято как коллегиальный орган, вы знаете, у каждого свое мнение и так далее. И принимаются все лишь решения коллегиально. Большинством голосов решение было принято именно такое. Но это не говорит о том, что противная сторона, несогласная сторона не имеет права обжаловать данное решение в суде. В связи с чем я обращаюсь к штабам, так называемым, почему? Потому что законом не предусматривается такой формулировки, как штаб, но к самим кандидатам, к ихним представителям официальным, то есть они имеют право 5-дневный срок обжаловать любое решение. Мало того, мы по закону обязаны, и поэтому нам дается 7-дневный срок на рассмотрение всех этих документов, для того, чтобы в течение определенного времени поступали жалобы. Кроме всего, возникали вопросы, насколько ли правомочна комиссия принимать решения на месте. Может ли Центральная избирательная комиссия после подсчета голосов на участке или в округе принимать жалобы? Может. Еще раз ответственно заявляю для тех, кто в этом сомневается. Другое дело, что на участке вскрывать и перепроверять, пересчитывать бюллетени не имеет права никто, кроме участковой комиссии, если же в момент подсчета голосов не поступило никаких жалоб и так далее. Мало того, если даже жалоба поступает в окружную комиссию, окружная комиссия тоже может отказать в праве пересчета вскрытия. Также мы, как и остальные нижестоящие окружные комиссии или участковые, не вскрываем и не проводим никаких пересчетов. Они опломбированы, они запечатаны и могут быть вскрыты по решению суда. Никак не меньше. Поэтому любое решение, которое было принято нами сегодня, может быть обжаловано в суде как одной, так и другой стороной.
Согласно предварительным данным ЦИК, депутатами парламента по результатам второго тура были избраны Гиви Кварчия, Валерий Агрба, Батал Айба, Лаша Ашуба, Рауль Лолуа, Алхас Джинджолия, Ахра Абухба, Беслан Смыр, Александр Цишба, Левон Дащан, Дмитрий Гунба, Натали Смыр, Алмасхан Ардзинба, Валерий Кварчия, Илья Гуния, Винори Бебия, Астамур Логуа, Аслан Бжания, Инал Тарба, Тайфун Ардзинба, Каха Пертая. Во время проведения второго тура выборов в парламент Абхазии сотрудники Министерства внутренних дел республики увеличили комплекс мер по обеспечению безопасности. По данным пресс-службы МВД, в обеспечении общественного порядка на всех избирательных участках были задействованы более 600 сотрудников ОВД, в том числе 204 сотрудника резервных групп. В этот день было организовано дежурство руководящего и командного состава. Пресс-служба ведомства также сообщила, что в дежурной части городских и районных подразделений МВД обращений о правонарушениях за все время голосования с 8 часов утра и до 8 часов вечера не поступало. О работе депутатов нового 6-го созыва, процедуре избрания спикера и вице-спикера парламента, о формировании комитетов и избрании их членов рассказал нашим журналистам руководитель аппарата парламента Вадим Бжания. В соответствии со статьей 41 Конституции Республики Абхазия, первое заседание вновь избранного парламента Республики Абхазия созывается президентом Республики Абхазия в течение месяца со дня проведения выборов. Первое заседание парламента открывает и проводит его до избрания спикера парламента, старейший по возрасту депутат парламента. На первом заседании парламента председательствующий, старейший по возрасту депутат, оглашает фамилии избранных вновь депутатов парламента на основании списков, официально представленных в парламент Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия. Здесь необходимо добавить, что парламент правомочен начать свою работу в случае, если в него избранных депутатов составляет не менее 2/3 от общего числа депутатов. Ну, вы знаете, общее число депутатов, установленных Конституцией, составляет 35, 2/3 – это 23 депутата. Как вам известно, по результатам выборов у нас в парламент были избраны гораздо большее количество депутатов. На первом заседании парламента депутаты проводят выборы спикера и заместителей спикера парламента. Заседание у нас проводится открыто и будет освещаться средствами массовой информации. Решение парламента по избранию спикера и заместителей спикера считается принятым, если за кандидатуру спикера проголосовало более половины избранных депутатов от общего количества депутатов, то есть 18 голосов «за». Спикер и заместители спикера избираются тайным голосованием. В соответствии с регламентом кандидатуры на должность спикера и заместителей спикера вправе выдвигать депутаты и депутатские объединения. Однако, вы знаете, вновь избранный парламент первое заседание пока не провел, и депутатских объединений нет, поэтому кандидатуры спикера будут представлены депутатами парламента. Количество комитетов, его персональный состав также определяется депутатами. Их количество, оно может быть либо увеличено, либо сокращено. Сегодня действует 9 комитетов. Это на усмотрение избранных депутатов. Могут какие-то комитеты быть объединены, могут быть какие-то сокращены. Это на усмотрение уже 6-го созыва парламента. Официально срок полномочий действующего 5-го созыва парламента завершается в день заседания 1-го созыва вновь избранного парламента. 27 марта во всем мире отмечают День театра. Этот праздник был учрежден в 1961 году делегатами 9-го Конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. Международный день театра отметили и в Абхазии. На одной из репетиций Русского театра драмы побывала наш корреспондент Рената Шикая.
В Абхазии работают и радуют публику интересными, а порой уникальными постановками 4 театра. Культура посещения театров у нас за последние годы была практически утеряна. 2 наших театра, Абхазский государственный и Русский театр драмы, пережили сложнейшие годы, при этом делая все возможное для сохранения труппы. И лишь время от времени балуем местную публику спектаклями. Хоть они и прошли долгий и сложный путь становления, приятно видеть, что после реконструкции они с громким успехом возобновили театральную деятельность и в целом театральную культуру Абхазии. Несмотря на разнообразие репертуаров, нашим театрам удается сохранить свою самобытность. Миссия театра все-таки не только развлечение, но и попытка как-то попасть, проникнуть в душу к человеку. Чтобы люди, которые приходят в театр, испытали и испытывают сильные эмоции, могли бы иначе посмотреть на себя, на окружающую действительность, разобраться в каких-то проблемах своих. Вот наш театр – это театр для зрителя. Театр столетиями остается наиболее популярным видом искусства. Так и в Абхазии, несмотря на сравнительную молодость, театры являются основными центрами культурной жизни народа. Я действительно была настоящей актрисой. И вот я отправилась на Луну. Но на Луне нечем дышать. Я стала задыхаться на этой испепеленной планете, где дни текут за днями, не принося с собой ничего. Были трудные годы, тяжелые, конечно, но тем не менее, как бы любовь к театру и держала, и даже если ты работал в каких-то там смежных сферах, то тем не менее только знание профессии давало тебе возможность еще как-то и не оставлять театр, хоть таким образом быть к нему близкой. Ну, когда ремонт, например, когда вообще без времени, вот это после войны, когда нет возможности полноценно работать. Это вся моя жизнь, я без этого не могу. Благодаря начинаниям и труду работников театра был построен фундамент для будущего расцвета театрального искусства Абхазии. Мы пропускаем все через себя до мельчайшей подробности. Бывает очень сложно. И когда мы приступаем к роли, конечно, к репетициям, то очень много времени уделяем этому. Досконально просто всему. По крупицам разбираем персонаж и собираем его заново. Абхазские артисты, сохраняя традиции, достойно продолжают работу выдающихся предшественников. Театры нашей республики постоянно пополняются не только новыми репертуарами, но и талантливыми молодыми актерами. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Работников театра с их профессиональным праздником поздравила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Театр обогащает нашу жизнь новыми красками, дарит чудо осознанного сопереживания, воспитывает эстетический вкус. Благодаря вам в обществе сохраняется подлинное духовное начало, воспитываются идеалы добра и справедливости, приумножаются культурные ценности. Вы бережно сохраняете традиции абхазской сцены, предлагая новое современное прочтение классики, говорится в поздравлении. Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг начнет свою работу при Министерстве экономики республики. МФЦ будет способствовать снижению бюрократической нагрузки на граждан Абхазии, считают специалисты ведомства. Подробности в интервью начальника правового отдела Министерства экономики Саида Гулария. Сегодня нередки случаи, когда заявителю приходится обращаться в государственные органы для предоставления той или иной государственной услуги. Ему приходится обойти несколько государственных органов, чтобы получить ту или иную государственную услугу. Например, в одном органе ему нужно взять справку, в другом поставить печать. Центр МФЦ будет как раз способствовать тому, чтобы заявитель обращался в этот центр дважды. Первый раз он будет обращаться тогда, когда ему нужно будет сдать необходимый перечень документов для предоставления той или иной государственной услуги. И второй раз он уже получит конечную государственную услугу, придя за результатами своего обращения.
Участником этого проекта может стать любой гражданин, который обращается за той или иной государственной услугой в государственные органы. Гражданину не нужно будет ходить по различным органам государственной власти, управления, а можно будет прийти просто в одно место, где ему окажут эту государственную услугу. Соответственно, снижается на него определенная бюрократическая нагрузка, ему будет достаточно удобно. Этот центр функционирует сегодня во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации. И его функционирование достаточно успешно реализовано, в том числе и в России. Абхазские экологи бьют тревогу. Личинки пальмового долгоносика уже нанесли серьезный ущерб пальмовым деревьям в Гагарском районе. Ученые пытаются найти методы эффективной борьбы с вредителем. Подробности в сюжете Сарисмар. Красный пальмовый долгоносик имеет характерную выразительную внешность и распространен на значительной территории Среднего Востока и почти по всему Средиземноморью. Его крупные личинки наносят значительный ущерб пальмовым деревьям. Во многих курортных странах, в частности в Испании, уже более 10 лет ведется борьба с этим видом насекомых. Государство тратит немалые деньги на то, чтобы сохранить пальмовые деревья. На территории Абхазии пальмовый долгоносик впервые появился около года назад в Гагарском районе. Насекомое попало к нам вместе с пальмовыми саженцами, привезенными из Испании. Ранее оно было обнаружено на территории Краснодарского края. Красным пальмовым долгоносиком уже уничтожена большая часть насаждений вокруг пансионата «Солнечный». Экологи бьют тревогу, так как масштабы ущерба, нанесенного насекомым, увеличиваются. Мы получили, материал, подтверждающий, что это именно пальмовый долгоносик. Нам удалось вывести несколько экземпляров из пораженных пальм и материала, который был оттуда взят. И таким образом можно говорить о том, что на территории Абхазии существует очень опасный представитель, который ставит под угрозу существование таких декоративных растений, как пальмы. Причем этот вредитель поражает все виды пальм, которые произрастают в Абхазии. Это касается самых обычных наших веерных пальм, которые практически повсеместно растут. Это и огромные финиковые пальмы, и бутии, и Вашингтоне. По словам директора Института экологии Романа Дбар, пальмовым деревьям основной ущерб наносят личинки. Они проводят всю свою жизнь в стволе пальмы. Основная проблема заключается в том, что первые признаки поражения выявить трудно. Ущерб можно определить только на более поздних стадиях. На кроне и стволе дерева становятся заметны высверленные отверстия с коричневой клейкой жидкостью и выброшенными наружу пережеванными волокнами. Внутри растения начинается процесс гниения. Листья желтеют и увядают. Будучи смертельно пораженным, пальмовое дерево погибает. Он откладывает до 300 с лишним яиц. Причем личинки, отродившиеся, они пробуравливают, ствол пальмы и входят внутрь и начинают питаться внутри, пальмового ствола. Через некоторое время они добираются до точки роста, и повреждение точки роста приводит к тому, что пальма погибает. Существует несколько способов борьбы с этим насекомым. По словам Романа Дбара, это административный, механический и самый важный – химический. Применение препаратов рекомендуется начинать использовать уже в то время, когда температура воздуха прогревается до 17 градусов. То есть, когда начинается отрождение взрослых жуков весной, и начинается их активность, лед, откладка яиц. В этот период предлагается уже начать обработку этих насаждений. Сказать, что это простое занятие, нельзя, потому что, во-первых, многие пальмы имеют очень высокие стволы. Обработка их дорогостоящее занятие. Ко всему прочему, препараты держатся на стволах, в самом лучшем случае около 3 недель. Поэтому, для того, чтобы обезопасить насаждение, приходится делать несколько обработок в течение года. Экологи уверяют, что если не принять меры сейчас, то уже в скором времени все пальмовые деревья могут исчезнуть. Институт экологии делает все возможное для того, чтобы решить эту проблему. Роман Бар добавил, что для этого также необходима помощь из зарубежных специалистов. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
И в конце выпуска, как обычно, о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, утром дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днем 10-12 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.